Приветствую вас из города Якутска. Меня зовут Масин Николай Алексеевич. Я учусь в 6 классе школы номер 5 имени Кривошапкина. Я бы хотел вам рассказать о моем проекте. Научным руководителем данного проекта является Борисова Анна Николаевна. Итак, предметом исследования является подвиг, совершенный Алексеем Оконечниковым в миру Василием Оконечниковым. Данный человек на снимке является Алексей Оконечников. Жил Алексей Оконечников в Колымском Улусе Якутской области. Учился он хорошо. Когда он закончил миссионерское училище, которое на данный момент является школой, в которой я учусь, а эта фотография показывает то самое здание, он, будучи, стал учителем, который преподавал русский язык, русскую историю, дидактику и церковное пение. К сожалению, многие якутские дети и школьники не знали хорошо русский язык, поэтому он впервые ввел вечерние беседы на якутском языке, чтобы растолковывать разные сложные правила и слова на русском языке. За год работы в школе Алексей Оконечников проявил свои яркие способности, и поэтому 8 октября 1901 года его назначили старшим руководителем здания, то бишь директором. Будучи он, так как Алексей Оконечников очень хорошо знал английский язык, ему было предложено работать с флотским священником на крейсере «Рюрик». У него был выбор, но он дал добро. И он совсем не знал о том, что он будет участвовать в разгаре битвы русско-японской войны. 1 августа 1904 года «Рюрик» попал под обстрел первой эскады японской флотилии. Будучи сильно поврежден, 1 апреля 1904 года крейсер «Рюрик» и остальные корабли столкнулись в битве с первой эскадрой японской флотилии, после чего крейсер «Рюрик» оставили одного против одной эскадры, а все остальные корабли поспешили в Владивосток. Тяжелое ранение получил крейсер «Рюрик» в рулевое колесо, и все пушки были выведены из строя. Был отдан приказ о том, что всех раненых и всех, кто жив, выбросить за борт для эвакуации. Разрешите прочитать цитату. «Я пошел исповедовать умирающих. Среди массы трупов, стонов и крови я начал общую исповедь. Кто крестился, кто стонал, кто простирал руки, кто недвижно с широко открытыми, полными слез глазами смотрел на меня. А крейсер в то время погружался на дно. Выхожу наверх, ноги уже в воде. Лейтенант дал мне спасательный круг, советуя скорее спасаться. Подошел к тяжелораненому доктору, но умирающий попросил не спасать его. Другому раненому механику тоже предложил спасаться вместе со мной. Тот тоже отказался, говоря: «Батюшка, я плавать не умею. Лучше погибнуть здесь, на своем посту». Прыгнул я в воду. Наш крейсер на наших глазах стал исчезать в воде. Сердце сжималось от боли. Слезы душили, но, пересилив себя, я закричал: «Ура!», что подхватили и другие плавающие, оглашая русским победным «Ура!». Скоро нас взяли на шлюпки, а потом и на судно. Японцы пересчитали всех пленных, а именно 120 человек. Кое-как по-английски объяснил я, кто есть, и, объясняя, коснулся своих волос. Они оказались опаленными, дали мне каюту, предложили ванну. Пришел доктор, осмотрел, перевязал рану на ноге, отстригли остатки волос, одели меня матросом и ввели в комнату командира. Последний бой «Рюрика» состоялся 1 августа 1904 года. Пленные офицеры и моряки с «Рюрика», озабоченные тем, чтобы в русской флоте впредь не было просчетов, каковые случились в русско-японской войне, написали все свои замечания по крейсерам, по артиллерии, по тактике и отдаче, и отдали отцу Алексею с наказом доставить в Россию в Адмиралтейство.
Мне удалось вынести эти записки, спрятав их в свои перевязки. Таким образом, он вынес ценный материал мимо японского контролера. По прибытию в Петербург я добился его приема на артиллерийском ученом комитете, где подробно рассказал о последнем бое Рюрика и о том, что снаряды во многом уступали противнику, рвались, не причиняя вреда врагу. Его подробный рассказ также опубликован в 5-м номере журнала «Природа и люди». За 1905 год позже известный писатель Валентин Пикуль в своем историческом романе «Крейсера» описал его подвиг под именем священника Алексея Оконечникова. Таким образом, Алексей Оконечников смог выжить в этой страшной катастрофе. Разрешите, я зачитаю заключение. Опрос из 100 человек, опрошенных о крейсере «Рюрик», знало только 20% людей. Остальные впервые слышали о крейсере и о имени Алексея Оконечникова. Наша исследовательская работа позволила нам собрать биографический материал, воссоздать историю военных действий на крейсере «Рюрик» в русско-японской войне. Результат опроса показал то, что гипотеза, выдвинутая в начале исследования, подтвердилась. Своим подвигом наш земляк Алексей Оконечников внес большой вклад, а в последующем, возможно, и сохранил жизни сотням моряков, так как, донеся о качестве и тактике этого боя, он, рискуя своей жизнью, вынес и передал главный корпус морского флота России. За свой подвиг в ноябре 1905 года Алексей Оконечников был награжден золотым наперстным крестом на Георгиевской ленте. Теперь наша задача рассказать о якутской земле и сохранить о нем память в своих сердцах. А в наших сердцах он будет жить всегда. Лично я горжусь подвигом Алексея Оконечникова.